Создать робота легко, починить компьютер запросто, и все это про юных инженеров, которые покорят каждого своими знаниями и талантом. Обучающиеся технопарка «Кванториум» 5 ребят выиграли всероссийский конкурс детских инженерных команд «Квантариада-2021». Олимпиада проходила в 2 этапа с мая по ноябрь. Участвовало в ней 107 человек из 47 регионов. Но выиграли именно эти юные инженеры. Как они смогли одержать победу? Расскажи про вашу команду. Наша команда, она образовалась несколько лет назад. Когда мы в первый раз участвовали в конкурсе «Квантариада», тогда мы еще были юные. Сейчас мы уже находимся на пике своих возможностей. В нашей команде есть 3 программиста, техник главный и 3D-моделист. Взглянув на такую сложную и масштабную конструкцию, трудно поверить, что ее создали молодые ребята-школьники. Эти юные инженеры работали долго и упорно. Общим мозговым штурмом им удалось добиться такого результата. А сейчас мы с вами можем в свободном доступе посмотреть на эту платформу. Это внешняя оболочка МКС. Здесь установлены лазеры и контрольные точки. Цель нашего проекта была в том, чтобы платформа достигла точек. Точки – это те места, которые космонавты должны отремонтировать на внешней оболочке МКС. Возможно, немногие понимают значение этого сооружения и для чего оно нужно. Но поверьте, эта платформа круче, чем кажется. Результатом полугодовой напряженной работы стало создание уникального, не имеющего аналогов механизма. В чем суть вашего проекта? Это платформа, на которой устанавливается манипулятор, и уже при помощи этого манипулятора выполняются работы в космосе. Почему вы решили создать эту платформу? Мы уже несколько лет участвуем в конкурсе «Квантариада». Мы участвуем в космическом направлении, и одним из направлений в этом году была платформа для внекорабельной деятельности. После их участия в Олимпиаде и победе они вернулись в технопарк с заслуженными подарками. Ребята и дальше планируют развиваться и улучшать свои знания с каждым годом. Сможете также, несмотря ни на что, попробовать стоит. Это крутой опыт, тем более знания инженерии понадобятся всегда. А мы поздравляем ребят и желаем удачи. Лейла Хамидуллина, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.